Как известно, налоги и пошлины и сборы являются основой доходной части бюджета. Какая собираемость налогов и иных платежей за текущий и уже завершающийся год? Спасибо за проявленный вами интерес. С большим удовольствием готов поделиться с вами итогами завершающего года. Для начала хотелось бы отметить, что в проходящем году в нашем ведомстве были внесены кадровые изменения. Как вам известно, в августе текущего года я сменил уважаемого Джансу Хананба на посту министра по налогам и сборам Республики Абхазия. Однако, будучи ранее начальником одного из отделов МНС, Министерства по налогам и сборам, я был знаком с текущими задачами и намеченными планами в ведомстве, что позволило нам двигаться вперед. Говоря об итогах года, безусловно, мне хочется отметить положительную динамику поступления с начала года и по сей день. Так как год еще не завершен и показатели за круглый год не могут быть даны до конца подсчитаны, расскажу о текущих показателях. Общий объем поступлений налогов и иных обязательных платежей за 11 месяцев 2022 года составили 3 миллиарда 935 миллионов рублей, что на 884 миллиона рублей больше обозначенного к этому времени плана. Если говорить в процентном соотношении, то план уже перевыполнен на 29%. Если говорить о поступлениях на 23, 12, 22 год, то по предварительным данным поступило 4 миллиарда 185 миллионов рублей, что на 1 миллиард 176 миллионов рублей или 39% превышает плановые показатели за 2022 год. От первоначального плана 3 миллиарда 9 миллионов рублей. Давайте тогда поговорим о плановых показателях по районным инспекциям министерства, потому какие районы показывают наиболее положительную динамику или, наоборот, отрицательную. Если говорить за текущий год, то с уверенностью могу сказать, что плановые задания за период с начала года по текущее время выполнены по всем районам Республики Абхазия. Более того, в каждом районе наблюдается перевыполнение плановых показателей. В 2022 году наибольшую динамику поступлений мы наблюдаем в таких районах, как Ткварчал, Гудаутский район, Гагарский и, соответственно, инспекция по городу Сухум. Лидирующим у нас является Ткварчальский район. При этом хочу обратить внимание на работу инспекции МНСРА по Ачамчирскому району. К текущему времени данная инспекция выполнен план на 142%. Это отрадно отметить, потому как в прошлом году данная инспекция не сумела выполнить годовой план из-за отсутствия сырья, то есть производства хамсы в территориальных водах Абхазии. Из общей суммы запланированных налогов основная доля приходится на организации, осуществляющие добычу, вылов и переработку хамсы в рыбную муку и рыбный жир. Соответственно, в этом году, как и отмечали эксперты, проблем не возникло. Рыба в акватории нашей страны появилась, и плановые показатели были выполнены и перевыполнены. То есть это прям инспекции министерства на местах, которые проводят работу. А в чем состоит работа? Это контрольные мероприятия, у нас проводятся проверки. Затем у нас в каждом районе, каждый район разбит по участкам. Ну вот, к примеру, город Сухум, у нас 12 участков, 12 инспекторов, закрепленные за этими участками. Объекты на данных участках у нас ведется реестр этих объектов, инспектора ежемесячно уведомляют этих предпринимателей об обязательствах их. И вот как-то в таком русле у нас построено. Естественно, идут документальные проверки и определенные контрольные мероприятия. Насколько известно, плановые показатели могут меняться в течение года. И в этом году были ли какие-то изменения? Если были, то какие? Да, на самом деле в течение года плановые показатели претерпевают изменений. То в этом году он суммарно увеличен на 392 миллиона рублей. В
процентном соотношении увеличение составляет 114%. Несмотря на существенное изменение плановых показателей, фактически поступления по всем районам, как я заметил ранее, превышают плановые. Если говорить о начале текущего года, то плановые показатели на начало года составляли 3 миллиарда 9 миллионов рублей. Однако он был увеличен до 3 миллиардов 511 миллионов рублей. Как вы видите, это существенное увеличение плана на 502 миллиона рублей в текущем году, 2022. Мы сейчас говорили об увеличении плановых поступлений и собираемости по республике, и наверняка это связано с многими факторами. В частности, с увеличением субъектов предпринимательской деятельности. Какова вообще статистика за 2022 год? На 01.01.22 год общее количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности составило 17 212. Из них юридических лиц 4531, индивидуальных предпринимателей 12 681. Общее количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности на 01.12.22 год по Республике Абхазия составило 19 014, из них юридические лица 4 989 и 14 025 индивидуальных предпринимателей. Таким образом, количество субъектов экономики, вставших на налоговый учет с начала года по 01.12.2022 года составило 1830, из них 458 юридических лиц и 1372 индивидуальных предпринимателя, что показывает деловую активность 2022 года. Как, я думаю, всем известно, налоги – это обязательный платеж, однако наверняка не все с большой радостью их платят. Есть ли крупные задолженности у организаций и как вообще с этим борется министерство? Для начала хотелось бы отметить, что уплата налогов и иных платежей является конституционной обязанностью любого гражданина или организации, занимающихся предпринимательской деятельностью. Такая мера несет за собой особую важность для государства, так как именно благодаря налогам и платежам пополняется около 50% государственного бюджета. Эти суммы в дальнейшем распределяются на различные социальные выплаты, в том числе и на заработные платы. Хотелось бы отметить и тот факт, что у налогоплательщиков с течением времени появляется определенное понимание того, почему все же важно соблюдать налоговое законодательство и как эта система работает в самом государственном механизме. Однако существуют и недобросовестные налогоплательщики, которые в определенной мере уклоняются от уплаты налогов, не без этого. Таким образом, серьезным резервом пополнения бюджета являются задолженности по налоговым платежам, сумма которых на конец текущего года по республике составляет более 1 миллиарда рублей. Одним из самых важных и трудоемких процессов деятельности налоговых органов является работа по уменьшению сумм задолженностей по налоговым платежам. В этой связи с 2018 года Министерство по налогам и сборам очень тесно сотрудничает со службой судебных исполнителей посредством направления им материалов в отношении проблемных должников. Ими уже предпринимаются соответствующие меры в пределах их компетенции. Только за 2022 год в службу судебных приставов было направлено 255 материалов на сумму более 300 миллионов рублей и взыскано более 87 миллионов рублей. Всего за время взаимодействия с ними налоговыми органами было направлено более 500 материалов на общую сумму более 500 миллионов рублей. Взыскано более 100 миллионов рублей. К текущему времени нами было принято решение продолжить данное взаимодействие с судебными приставами на более акцентированном уровне. Со своей стороны, Министерство по налогам и сборам в качестве меры в отношении должника также имеет право на приостановление операций по расчетным счетам, что довольно часто практикуется, до момента погашения сумм задолженностей налогоплательщика. Еще одной дополнительной мерой является выставление инкассовых поручений.
Слышала о том, что есть такая проблема, когда организации уже как бы де юре нет, а задолженность у них есть. Не, у нас, смотрите, ситуация какая. У нас компания не может ликвидироваться с задолженностью. Есть проблема в 2017 году. Они должны были пройти перерегистрацию. И получается ситуация какая? Не прошли перерегистрацию, долги висят, этих учредителей нету, компаний нету, как бы вот ситуация такая. Но мы с этим тоже боремся. Передаем в службу судебных приставов, с прокуратурой сотрудничаем, с МВД. Ну, постепенно мы и с этим боремся. Мы поговорили о статистике за 2022 год, об увеличении собираемости, в принципе, видах налогов. Давайте коснемся животрепещущей темы закона о декларировании доходов чиновников, должностных лиц и депутатов. Насколько эффективно его исполнение с момента создания соответствующего управления? И вообще, есть ли статистика, включающая в себя нарушения организациями и частными лицами? В целях реализации закона Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами заработало управление антикоррупционного декларирования, состоящее из 5 сотрудников. Этим управлением с момента создания была проведена немалая кропотливая работа по реализации данного закона. Да, были трудности, которые накладывали отпечаток не только на реализацию самого закона, но и на работу самого ведомства. Так как новые полномочия в некоторой степени накладывали дополнительную нагрузку на ведомство. Несмотря на все сложности, с уверенностью могу сказать, что нами были предприняты все возможные меры для наиболее эффективной реализации данного закона. Отвечая на вопрос, какова статистика по так называемым нарушителям закона о декларировании, хотелось бы в первую очередь коснуться конкретно полномочий и обязательств Министерства по налогам и сборам в рамках закона. А именно, это полномочия в части принятия деклараций, опубликований на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия, не являющихся конфиденциальными сведениями о доходах и расходах. Также полномочия по изучению сведений, указанных в декларациях, для осуществления контроля за их полнотой и достоверностью. Именно эти полномочия являются обязательными для применения Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия ввиду обозначения их законом. Приводя статистические данные периода декларирования 2021 года и сравнивая их с периодом 2020 года, хочется коснуться для начала положительной стороны этого вопроса. Это прирост количества декларантов и самих организаций. Так, на период декларирования 2020 года число организаций, подавших декларации, составило 192, когда к предпериоду 2021 года составило 346. А число декларантов на 2020 год 1438, когда к 2021 году 2035. Это показатель более ответственного отношения к исполнению закона, что обусловлено тем, что министерством были предприняты все возможные меры для наиболее эффективной реализации данного закона. Была выработана инструкция по заполнению деклараций на электронную базу. Была создана, а затем усовершенствована электронная база, содержащая декларируемые сведения. Далее сотрудниками управления проводилась работа по информированию декларантов о необходимости и сроках подачи деклараций и внесения их на официальный сайт. Это происходило путем направления письменных уведомлений в адрес соответствующих служб и организаций, а также путем информирования в СМИ с предоставлением контактов Управления антикоррупционного декларирования для получения необходимой консультации.
В части исполнения данного закона всегда много вопросов, много критики, много предположений. Какова вообще дорожная карта мер для успешной реализации закона? На наш взгляд, успешная реализация закона о декларировании заключается в исполнении самого закона, для чего Министерство по налогам и сборам Республики Абхазии проводит ряд мероприятий для более эффективной реализации. Необходимо упорядочить процедуру предоставления деклараций, то есть отчетности о своих доходах, имуществе перед обществом. В органах государственной власти должна вести соответствующая работа по информированию и дальнейшему сопровождению периода декларирования. Мы говорим об этом, исходя из собственного опыта, так как мы непосредственно сталкивались со случаем непреднамеренного игнорирования закона. Мы называем это так, потому как были случаи, когда процедура подачи декларации была нарушена. То есть имеется в виду, декларант сдал в отдел кадров декларацию, но данная декларация не поступила в Министерство по налогам и сборам. Также в обществе бытует мнение о саботаже со стороны госслужащих, следствием которого является игнорирование закона. Но стоит отметить, что Министерство по налогам и сборам непосредственно сталкивается с ситуацией, при которой должностное лицо в большинстве случаев нарушает порядок предоставления деклараций. Существует множество мнений как раз о успешной реализации данного закона, и, безусловно, все они упираются в вопрос о законе о государственном служащем. Возможно ли вообще успешная реализация всей работы закона без принятия соответствующего закона, определяющего статус госслужащего, его права и обязанности? Безусловно, отсутствие данного закона вносит сложности в реализацию закона о декларировании. Так как закон о госслужбе определял бы статус госслужащего, его права и обязанности и ответственность в его деятельности. То есть в части исполнения закона о декларировании это дополнительные основания для освобождения от занимаемой должности за непредоставление декларации. Ко всему, на наш взгляд, нужны подзаконные акты, которые будут устанавливать правовые и организационные основы осуществления контроля за данными, указанными в декларации. Важный вопрос состоит в том, какова вообще мера наказания за предоставление недостоверных или неполных сведений, или за непредоставление вообще в принципе декларации, и кто должен быть за это ответственным? Мера ответственности в законе прописана. Декларант освобождается от занимаемой должности в случае несдачи декларации и лжедекларации. Но, однако, механизма осуществления данной меры в законе не прописано. Министерство по налогам и сборам ответственно за изучение данной декларации и передачу информации компетентным органам. Говоря о компетенции самого ведомства, наверное, необходимо говорить об обнародовании данных. Вообще необходимо ли, на ваш взгляд, в работе данного закона принцип прозрачности? Должна ли общественность и представители СМИ быть оповещены о нарушителях закона? Да, безусловно. Прозрачность необходима в реализации исполнения закона. Необходима эффективная и открытая работа с декларантами и организациями. Однако Министерство по налогам и сборам Республики Абхазии, как я и говорил ранее, не принимает окончательного решения о том, являются ли те или иные организации нарушителями, так как подобное решение принимается компетентными органами. Соответственно, прозрачность в реализации закона со стороны Министерства по налогам и сборам Республики Абхазии заключается в том, чтобы предоставить СМИ имеющиеся фактические данные, которые подлежат обнародованию и прописаны в законе. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия в этой части информирует общество и отчитывается по каждому периоду декларирования. Более того, для наиболее эффективной реализации закона предупреждает о сроках подачи деклараций на различных площадках и СМИ. Это и является показателем прозрачного исполнения закона для Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия. Информация о нарушителях
закона имеет право обнародовать в СМИ лишь те органы, которые непосредственно приняли данное решение.